Серебряные от седины волосы, высокий лоб, открытая очень добрая улыбка, яркие серо-голубые глаза с удивительно живым взглядом на покрытом морщинами лице. Так можно описать самого пожилого жителя села Кангащик Константина Демьяновича Войкова. Ему в этом году исполняется 92 года. С 1954 года и до пенсии он проработал в колхозе. Вначале шофером, затем токарем. Sonra açan hastalandım ben anlaştır. Durdum poşta bir yıl hasta. Ondan sonra açan ben çıktım. Görüştüm birisinden işte. Geçtim işlemeye tokar anlıyorsun. Bu profesiye binde işte bizi aldılar 47'de aldılar Rusya'ya. Fızıva. Da ben orada 5 yıl işledim zavottayız işte. Те Мариуполя var. O очень промышленный город. Orada крупнейший промышленность. 5 yıl işledim. Sonra oradan açan ben 5 yıl geçti. Bizde vardı srok. Hani 5 yıl işlemeye tek трудовой резерв. Как армия. За свою жизнь Константин Войков, помимо любимой работы, успел своими силами построить дом, воспитать с женой 5 детей. Константин Демьянович поделился своим секретом долголетия. İşledim ta 12 yaşından da büyüğünde işliyorum. Büyüğünde. Ne kadar görersin ben yeli gezerim, ben yaparım iş. Bir kazan sonra adam olsun, здоровье din lazım, düğgesi olsun, işlesin anlarsın. Dilinten işsi olsun anlarsın. Linte değil lazım olsun. Uşağı lazım küçükten sanaştırma işe. Da adam bu nice narkoman, без narkotik ne может жить. Bu da yapar. Sen rast provokasyon oluyorsun с малых лет işe. Sen yokunca durasını iş yapmadan anlarsın. Bu болезнь anlarsın. Близкие и друзья поражаются его энергией. С раннего утра он копается в огороде, что-то вечно чинит, стучит, убирается по дому. Эту семью мы особенно отмечаем. Это связано с тем, что Константин Демьянович всю свою сознательную жизнь проработал в колхозе имени 1 мая, в последующем реформированном акционерном обществе, и был один из добросовестнейших работников хозяйства, которые обладали, единственный человек, который обладал профессией токаря и обслуживал не только хозяйство, колхоз 1 мая, но обслуживал и все население, под которое нуждалось в определенных услугах механизированных дел или работ. Значит, кроме того, эта семья, как было сказано им самим, они воспитали 5 детей, достойного примером поведения для всего села. Я про Константина Демьяновича могу сказать только хорошее. Я еще в детстве знал, что вот он работал водителем, потом токарем. Очень сильный специалист, хороший, я бы сказал. И о нем всегда отзывались и коллеги очень хорошие. То есть, если он брался за работу, он только делал качественную, хорошую работу. И вот он даже, я сказал, что вот он воспитал своего сына, тоже токарем. Токарь по сей день работает. Его сын токарем у нас. Тоже хороший специалист. И то есть, как он воспитал, могу сказать, что как он воспитал своих детей, тоже, можно сказать, о человеке только хорошее. Пришел поздравить именинника и примар села Дмитрий Кизли. Он отметил, что власти уделяют большое внимание социально уязвимым слоям населения. Человека знаю с детства, фактически 6 лет. Меня с этой семьей связывают и родственные отношения, и я его знаю давно. Очень справедливый и сильный человек. Всю жизнь проработал, фактически трудяга. Он является ветераном труда. К нему часто обращались и раньше, и сейчас. Я бываю здесь, и я в том числе часто здесь бывал. К нему можно в любой момент и за советом обратиться. Вы видите, в каком он здравом уме. Он, несмотря на свой возраст, он прекрасно говорит по-русски. Он следит за всеми событиями, происходящими в нашем государстве. И он фактически очень просвещенный человек. В селе Кангащик есть еще 3 долгожителя. Совет старейшин села совместно с руководством решили ежегодно в день их рождения навещать и чествовать пожилых людей.